стояла ответственная задача перед членами оргкомитета собрать все мнения жителей города Якутска, и не только города Якутска, рассмотреть самых-самых достойных, рассмотреть каждую заявку, которую подали жители города Якутска, чтобы отметить тех или иных, по их мнению, самых достойных жителей города Якутска. И самое удивительное было и трогательное, когда мы организовали первую встречу со всеми номинантами, а это 19 человек, точнее 19 номинантов, людей больше, потому что есть пары, коллективы. Вот. И очень было волнительно, что люди только от организационного комитета узнали, что они выдвинуты на ту или иную номинацию. Потому что помимо их воли, помимо их желания, помимо их знания или незнания того, что организуется такой конкурс, жители города сами выдвигали этих людей, считая их самыми достойными. И я считаю, что все номинанты, которые сегодня выйдут на эту сцену, уже вписали свои имена золотыми буквами в историю города Якутска. Каждому лауреату будет вручена медаль из серебра 925 пробы, изготовленной по уникальным эскизам мастерами ювелирной компании «Керги». Медаль обладателя гран-при украшена 7 вставками из бриллиантов. Итак, приступаем к церемонии награждения победителей общественной премии «Якутянин года 2019 Якутск». Премии «Якутянин года 2019 Якутск» признаны Алексей и Афанасий Ушницкие, основатели компании «Майтона». Знак получает Гоголев Петр, пиар-директор компании «Майтона». Дипломантов премии братьев Ушницких. Карл Башарин, профессор, заслуженный деятель наук Якутии, обладатель почетного звания выдающийся деятель всемирного креативического движения, лауреат общественной премии «Якутянин года 2019 Якутск» Карл Башарин. Медали получает заведующий отделением Национального центра медицины Леонид Павлов. Мы поздравляем наших лауреатов и желаем им еще больших успехов в их нелегком труде. Николай Мартынов, основатель проекта «Арена-31». Поздравляем Николая, желаем ему дальнейших успехов в работе. Пожалуйста, аплодисменты нашему лауреату. Инна Скрябина. Аплодисменты Инне. Мы поздравляем и благодарим за эту такую нужную работу. Инна Скрябина. Лауреат премии «Якутянин года 2019 Якутск». Владимир Федоров, лауреат премии «Якутянин года 2019». Владимир Федоров. Я хочу поблагодарить всех и в ознаменовании 75-летнего юбилея Великой Победы Отечественной я хотел бы вспомнить одного из наших авторов в 1942 году. Это Александр Трифонович Твардовский, написал замечательные писатель, поэт, замечательные слова. И вот это его «Берег левый, берег правый», про Василия Теркина, который был во время войны очень веселым, задорным таким воином, солдатом. И когда он
мечтал закончиться война, он приедет в свою деревню, в свое село, пройдет по улице, у него будет очень много наград, он будет этим гордиться. Но это надо было заслужить. И у меня есть такие замечательные слова, когда ему солдаты сказали, ну, награда это такая дорогая ценность, и нужно это заслужить. На что он ответил? Да, ребята, я не гордый. Не заглядывая вдаль, я скажу, зачем мне орден? Я согласен на медаль. Владимир Федоров, лауреат премии «Якутянин года» и обладателем Гран-при общественной премии «Якутянин года 2019 Якутск» становится профессор, доктор социологических наук, кандидат психологических наук, автор 28 республиканских законов, в том числе закона о статусе столицы Республики Саха-Якутия, города Якутска, обладатель общенациональной премии «Профессор года 2019» Ульяна Винокурова. Еще раз приветствуем обладателя Гран-при «Якутянин года 2019 Якутск» Ульяна Винокурова. Ульяна Винокурова – выбор членов жюри и жителей города Якутска. Как вы знаете, я вступила в этот конкурс тоже с лозунгом, что наш город Якутск будет культурной столицей Арктики. И надеюсь, вот эта награда позволит нам всем продвигать наш город Якутск как столицу культурную нашей большой циркумполярной Арктики. Благодарю всех за внимание, благодарю всех за доверие. Мы поздравляем всех лауреатов и обладателя Гран-при Ульяну Винокурову с премией «Якутянин года 2019 Якутск». То, что мы начали в 2018 году и весь год 2019, это заделы наши работали, это и санитарное благоустройство районов 17-го, 4-го, 2-го квартала, это безопасность наших домов, горожан, которую мы применили впервые масштабно в 2019 году. Это те заделы, которые сегодня по дорогам, это заделы по благоустройству в целом в городе, дворовых территорий. Конечно, это большая очень работа совместная, и горожане это действительно по достоинству оценили, это надо делать. И сегодня, когда вот мне вручена достаточно для меня это важная награда, это признание народа, это признание наших горожан в первую очередь. И для меня она цена особенно тем, что мы нащупали вот эту вот струнку, что надо делать. А это надо делать. Поэтому, коли это работает, значит, я буду делать больше. Я буду работать в 2 раза больше. Буду стараться быть полезным городу, я буду стараться быть полезным республике, я буду стараться полезным нашим горожанам, всем, кому эта помощь будет нужна. И поэтому я решил в этом году продолжить наши начинания, которые были заделаны в прошлом году. Это устройство пожарных охранных сигнализаций. Я беру на себя обязательство полностью весь промышленный округ, весь аварийный фонд обеспечить пожарными и охранными сигнализациями. Сделаем. Спасибо большое. Валерий Ильич, а насколько важно вообще поддерживать общественную активность? А вот Сардана Владимировна как раз подошла и говорит, это очень важно поддерживать, потому что ты поощряешь, что ты и получаешь. Сардана Владимировна всегда говорила, что надо делать то, что работает. Мы сегодня сделали, что работает, и это горожане наши оценили. Поэтому я думаю, что вот эти вот нацеленные, которые сегодня в администрации есть, линии, именно программные, благоустройство, пожарная сигнализация, оно будет работать. Горожане это почувствуют. И мы точно это сделаем. А Сардана Владимировна обязательно это сделает. Большая ценность и большое значение для всех. Большая ценность и большое значение того, что это общественная премия.
Вот я считаю, большего даже и вот не мечтать, да, абсолютно, потому что государственные награды – это государственные награды, звание – это звание, а общественная премия – это вот проголосовало больше 1000 человек. Какие были баталии, это успех. Мои поздравления. Спасибо горожанам, кто проголосовал за меня, кто поддерживал, сторонникам. Я буду всегда рад работать вместе. И у нас большие творческие перспективы. Я никуда не ухожу, я остаюсь в городе, я участвую в политической и общественной жизни. И мы с вами еще обязательно со всеми встретимся. Спасибо. Это не первый якутянин года, на котором я присутствую. Мне всегда нравился формат этой премии. Она такая камерная, то есть она лишена лишнего пафоса. Это общественная награда, это общественное признание. Поэтому, мне кажется, такие награды получать людям, которые выходят на сцену, вдвойне приятно. Голосование было непростое. Значит, не обошлось немножко без, хотя это общественная премия, но не обошлось немножко без административного ресурса. Было видно, что за отдельных участников в последние дни прям активно шло голосование, и прирост был такой несоразмерный. То есть то, как он шел в течение года, в течение месяца, пока шло голосование, и как все обернулось в финале. Но это тоже же форма такая борьбы за престиж и уважение. То есть сумел больше организовать сторонников, вырвал победу. В целом все прошло, как мне кажется, очень хорошо, очень удачно. И я буду надеяться, что Якутянин 2020, город Якутск, будет еще лучше, еще интереснее. И мы увидим много достойных представителей и общественных организаций, и кустарей-одиночек с мотором, и просто хороших людей. А если не секрет, вы за кого голосовали? Ну, я сохраню эту тайну. Можно было голосовать за несколько человек, я голосовал за одного. Спасибо большое. А насколько важно вообще поддерживать общественные инициативы, и чтобы общество как бы стремилось больше брать контроля, скажем так, над властью? Ну, главное не делать из этого фетиша, а то у нас власти в последнее время очень любят, это вот такая вот сейчас неторжественная часть пошла, да, у нас власти очень любят перекладывать свои обязанности, иногда даже прямые, на общественность, или там создавать такую иллюзию общественного одобрения, на основании которой потом можно проталкивать непопулярные решения, откровенно заинтересованные решения, откровенно лоббистские решения и так далее. Вот типа общественность одобрилась. Вот яркий пример, ладно, я воздержусь от ярких примеров, но бывают случаи, когда используется общественное одобрение и как бы общественный такой флер для того, чтобы прикрыть инициативы, ну, на самом деле не отражающие интересы общества. С этим, к сожалению, мы тоже очень часто имеем дело. Ну и как с этим, как говорится, противостоять этому? Нужно просто разумно оценивать происходящее. Нужно понимать, когда речь идет о действительно общественно значимых вещах. И нужно понимать, когда одобрение общественности инициировано снизу. Такое тоже у нас есть, как бы искусственное создание инициативы снизу.